Искренне приветствую вас в Республике Татарстан, нашей столице. Хочу поблагодарить Ваше Превосходительство, вашу делегацию за время и возможность посетить нашу республику в ходе вашего визита в Российскую Федерацию. Саудовская Аравия – важный партнер России. Между нашими странами отношения развиваются практически по всем направлениям. Руководители наших государств проводят регулярные встречи и телефонные разговоры. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, экономика, гуманитарных вопросов. Безусловно, это результат мудрой политики хранителя дух святынь, короля Саудовской Аравии, его величества Сальмана бин Абдель-Азиза аль-Сауда. И, конечно же, пользуясь возможностью, хочу обратиться к вам, попросить передать ему мои личные глубокую признательность и наилучшие пожелания. Имел честь с ним встречаться и в Москве, он нас приглашал, и в Саудовской Аравии. Большое внимание в последние годы в целом в нашей стране мы уделяем индустрии халяль. Более 20 миллионов мусульман проживает в нашей стране, в России. И, конечно же, это направление очень важное направление для всех мусульман России. Также, кроме индустрии еды халяль, мы будем развивать халяль туризм, халяль медицину. Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман республики ведет активную деятельность по сертификации предприятий в России. С целью обеспечения экспортных поставок продукции халяль на зарубежные рынки мы сотрудничаем со странами залива по вопросу прохождения аккредитации. В этой связи для нас важно взаимодействие в том числе и с саудовскими сертификационными центрами. Мы просили вашей поддержки. В Казани ежегодно мы проводим Международный экономический форум «Россия. Исламский мир» Казань-форум. Это крупная площадка по обсуждению вопросов сотрудничества России с исламским миром. Вот 15-е мероприятие, 15 год подряд, было в мае, где принимал участие уважаемый посол Саудовской Аравии. Ну и хотелось бы, чтобы и в мае следующего года представительная делегация Саудовской Аравии приняла участие в этом событии. Что касается Республики Татарстан, Татарстан – это самая северная часть мусульманского мира. Татары в России – это вторая по численности населения. После русских мы на второй позиции. Вот ислам был принят нашими предками в 922 году, это 1100 лет назад, на государственном уровне. И, конечно, мы это очень чтим, очень поддерживаем. И вот там, где был принят ислам в Булгарах, мы открыли Булгарскую исламскую академию. В 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии по указу президента отмечалось на общефедеральном уровне. Президент Путин подписал документ, что это общероссийский большой праздник.
В 2022 году Казань была молодежной столицей Организации исламского сотрудничества. Я считаю, что это большое доверие. Ваши присутствия, мы, конечно же, искренне благодарны за внимание, которое вы оказываете нашим делегациям и паломникам, которые совершают хадж. Мы всегда чувствуем вашу братскую поддержку и, конечно, благодарим за возможность, что наши верующие имеют возможность посетить вашу прекрасную страну, совершить хадж, умру. Это большая честь, и каждый мусульманин стремится к этому. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أشكر فخامتكم والإخوة الأعزاء في تترستان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة عند استقبالنا في بلدنا الثاني جمهورية تترستان، ونؤكد على قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين روسيا والمملكة العربية السعودية والجمهوريات الإسلامية في روسيا، والتي لها تاريخ طويل جدا في خدمة الإسلام والمسلمين. كما ذكرت فخامتكم العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية متجذرة وقديمة، وروسيا هي أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية، وهناك علاقات وطيدة بين قيادة روسيا وقيادة المملكة العربية السعودية. وهذه الزيارة لي هي أول زيارة لوزير حج وعمرة لروسيا وكذلك لجمهورية تترستان، وحقيقة سررت بما رأيت من تطور وحضارة متميزة في تترستان، وأتفق مع فخامتكم أنها ربما تكون محطة جميلة وجاذبة للسعوديين لزيارتها والاستمتاع بالتطور والأجواء الجميلة في فترات الصيف. لذا وجود رحلات مباشرة بالتأكيد سوف تسهم في تعزيز التواصل بين البلدين. وضمن الفريق الذي سوف يكون معي في موسكو فريق من الطيران المدني لبحث آليات وإمكانية وجود طيران مباشر.